Северная Осетия готовится к 70-летию Победы. В преддверии Дня защитника Отечества глава республики вручил государственные награды ветеранам Второй мировой войны. Юбилейные медали от Таймураза Мамсурова получили 15 фронтовиков. Глава обратился к воинам-интернационалистам и к молодому поколению. Он сердечно поздравил всех с наступающим праздником и поделился важной новостью. Я хочу вам сообщить, что ровно час назад в Кремле нашему земляку, нашему старшему товарищу Исрафилу Макееву президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий Путин Владимир Владимирович вручил памятную медаль в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Под вынос знамен все поднялись со своих мест. Ветераны с трепетом и волнением принимали награды. Это они, главные герои праздника, выстояли и победили, без остатка отдав все силы, чтобы сберечь Отечество от фашистских захватчиков. В списке награжденных фронтовики со всех районов Северной Осетии. Один из них, Павел Голубев, ушел на войну, когда ему было всего 17. Он сражался на Ленинградском фронте в зенитной артиллерии. На его груди множество боевых и юбилейных наград. Когда меня забрали на фронт из голодной семьи в 1944 году, я был 150 сантиметров ростом и 47 килограмм весом. Вот такой солдат. В Забайкалье я встретил победу на пути по дороге к Японии. Нас уже перебрасывали на Дальний Восток для войны с Японией. И вот в пути нас... станция Сретенка. И мы там встретили, остановили нас утром, наш эшелон, построили всех и объявили: конец войне. И вот извините, простите меня за слабость. Неприходящей ценностью остаются истории солдат-победителей, их любовь к родному отечеству, их знания и мудрость. И, к счастью, сегодня у старшего поколения есть достойная смена. Заслуженных наград удостоены 43 представителя воинских частей и подразделений республики. Теперь на груди у молодых бойцов красуются ордена мужества, медали за военные заслуги, за отвагу, медали Суворова. Вручал награды командир, генерал-лейтенант 58-й армии Андрей Гурулев. Он рассказал, что совсем недавно 3 офицера общевойсковой армии Южного военного округа получили звезды Героев России. Сегодня здесь, перед ветеранами, я хочу сказать и заверить о том, что армия есть и способна выполнить любые задачи в любое время и в любом месте. После торжественной церемонии награждения виновников торжества поздравили творческие коллективы республики. Сегодняшнее мероприятие – это лишь хороший старт. Впереди масштабные акции и встречи, посвященные Дню Победы. Залина Губурова, Евгений Маркин, Осетия ТВ.